В эфире новости экономики на Якутия-24. В студии Нургуяна Иванова. И в ближайшие минуты я расскажу об экономических событиях в республике и стране. Итоги социально-экономического развития Якутии за 2017 год рассмотрит Кабинет министров республики в этот четверг, 29 марта. На заседании правительства будут также озвучены основные задачи на 2018 год. По итогам прошлого года увеличение валового регионального продукта Якутии оценивается в 102,2% к 2016 году. Отмечается рост промышленности. Инвестиции в основной капитал выросли на 135%. Впервые за 7 лет обеспечен рост производства продукции сельского хозяйства на 101% к показателям 2016 года. Валовая продукция составила более 20 миллиардов рублей. Продолжился рост ввода жилья. Исполнение инвестиционной программы республики составило свыше 15 миллиардов рублей. Введено 54 социальных объекта, в том числе 8 школ, 27 детских садов, в том числе 7 в рамках государственного частного партнерства. А также 6 объектов здравоохранения, 7 объектов культуры, 4 объекта спорта и 2 объекта социального обеспечения. Якутия будет сотрудничать с Фондом содействия реформированию ЖКХ в рамках реализации пилотного проекта по апробации на территории Якутии новых механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2018 году. Документ подписали руководитель региона Егор Борисов и генеральный директор фонда Константин Цицин. Напомню, что республиканская адресная программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда стала одной из самых масштабных в стране. За 5 лет в 43 муниципальных образованиях расселено почти 30 тысяч человек из свыше 11 тысяч аварийных помещений. На реализацию программы направлено 29,6 миллиардов рублей. Программа по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья будет возобновлена. Несмотря на значительные масштабы строительства, в настоящее время в Якутии ликвидировано только 40% аварийного жилфонда. Было заявлено, что Якутия готова стать пилотным регионом для реализации второго этапа программы. На эти цели в бюджете республики предусмотрено 500 миллионов рублей. Минсельхоз Российской Федерации выделил Якутии дополнительно более 470 миллионов рублей на реализацию федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» в 2018 году. По объему финансирования республика вышла на 2-е место среди субъектов Российской Федерации и 1-е место среди Дальневосточного федерального округа. Выделенные средства будут направлены на строительство более 200 жилых домов для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов, а также на строительство внутрипоселковых газовых сетей, комплексное обустройство населенных пунктов, строительство фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей общей практики. Всего из федерального бюджета на софинансирование мероприятий под программы в Дальневосточный федеральный округ выделено более 515 миллионов рублей. Таким образом, под программе «Устойчивое развитие сельских территорий» на 2018 год будут предусмотрены средства в сумме 1,2 миллиардов рублей, в том числе из федерального бюджета 891 миллион рублей. Долг Рослесхоза перед Якутией составил 328 миллионов рублей. Об этом сообщил руководитель Департамента по лесным отношениям республики Вячеслав Попов. Агентство не расплатилось перед населением республики, которое было привлечено на тушение пожара во время пожароопасного сезона в 2017 году. Правительство Якутии поставило вопрос погашения задолженности перед Федеральным центром и прокуратурой Российской Федерации. Компания «Прогноз», обладающая 2 лицензиями в Якутии, начнет добычу серебра на месторождении «Вертикальный» в Кобяйском районе республики. Добыча производится в Западном Верхояне. С 2015 по 2016 годы проводилось проектирование. В настоящее время деятельность компании сосредоточена на проведении геолого-разведочных работ и проектировании горно-перерабатывающего комплекса. Уже имеются положительные решения этнологической и экологической экспертиз. Все работы проводятся по международным стандартам. Предполагаемый средний объем переработки руды в год 110 тысяч тонн. Получаемый продукт – порошок серебра. С разработки месторождения «Вертикальное» в Кобяйском Улусе в 2018 году начнется становление новой отрасли по добыче серебра и промышленное освоение всего региона Западного Верхояния. Компания «Золото Селигдара» перешла на круглогодичный режим работы в Якутии. Внутренняя политика компании направлена на то, чтобы поменять сложившийся стереотип временщиков и больше не работает сезонно. Об этом в ходе совещания с органами власти сообщила заместитель гендиректора по персоналу компании Татьяна Ким.
20 школьников Республики Саха-Якутия поехали в экспедицию «Молодежь Якутии в промышленность». В течение 10 дней учащиеся пройдут маршрут Якутск, Алдан, Нерюнгри, Космодром Восточный, Якутск и посетят такие компании, как Якутуголь, Колмар, Селигдар, Газпром Трансгаз Томск, Железные дороги Якутии и госкорпорации Роскосмос. Участники экспедиции прошли строгий отбор. Из 70 человек, подавших заявки, конкурсный отбор и индивидуальное собеседование прошли только 20. Одним из критериев отбора была сдача экзаменов по физике и химии. Напомним, сегодня развитию системы подготовки кадров уделяется особенное внимание. По мнению руководителя агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентина Тимакова, на основе глубокого анализа системы образования и кадровых потребностей инвесторов ясно, по каким направлениям стоит увеличить подготовку специалистов или вести новые образовательные программы. Ориентация на бизнес должна стать основой системы опережающего образования Дальнего Востока. По данным Министерства сельского хозяйства, на сегодняшний день в Якутию завезено 24% семенного материала. Также поступило только 5% минеральных удобрений. Об этом было сказано на совещании по проведению весенне-полевых работ сельскохозяйственной академии. Вопрос финансирования волнует многих аграриев, которые беспокоятся, что приоритеты поставлены на социальные выплаты. Но, как отметил руководитель департамента земледелия, в сфере экономики сельское хозяйство имеет приоритетные позиции, и в скором времени фермеры получат необходимую поддержку. На реконструкцию аэропортов на Дальнем Востоке планируется направить 2,2 миллиарда рублей. Это направление продолжает оставаться одним из приоритетов Росавиации на текущий год. В 2018 году средства будут выделены на реконструкцию аэропортов в Якутске, Магадане, Хабаровске, Среднеколымске, Тиксе, Зее, Экимчане, Бомнаке и Ассоре. Минфин России считает невозможным повышать налоговую нагрузку на нефтегазовый сектор. Об этом заявил глава министерства Антон Силуанов на расширенном заседании коллегии ведомства. Также он призвал не тратить доходы от роста цен на нефть на дополнительные расходы на инфраструктуру и социальную сферу. По его словам, это в конечном счете приведет только к замедлению экономического развития и создаст макроэкономические риски. Источниками дополнительных трат станут доходы от более справедливого расширения налоговой базы, более эффективных бюджетных расходов, а также от дополнительного роста экономики. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.